Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот и праздники прошли. Готовились встретить Новый год. Покупали много продуктов, сладостей, фруктов. Покупали наряды. Наряжали елку. Вот и праздники закончились. А теперь с понедельника все пойдут на работу, а дети в школу. Много выходных, наверное, все устали. Кто-то устал, наверное, отдыхать, а кто-то рвется, наверное, на работу. Но дети учиться не хотят. Мои тем более. У вас как? Не знаю. Мои не хотят в школу. Погода у нас хорошая. -7 сегодня. Тепло. Немножко шел снег. Вечер. С детьми все хорошо, слава богу. Младшие здесь. Чуть ли не каждый день видимся. А старшая Роза часто переписываемся и по скайпу разговариваем. Тоже заняты, тоже дел много. Очень переживала, когда у них свет отключили. Боялась замерзнуть дети. Ну, слава богу, не замерзли. Таких морозов, как у нас, у них нет. Оденутся потеплее, и все. Хорошо, что теперь они могут на газовой плите готовить, хоть чай горячий попьют. И то хорошо. Со временем все сделают. Очень радуюсь, что через пару месяцев они заселятся в свой новый дом. Помните, когда Роза с семьей уезжали отсюда? Все писали в комментариях и мне, и ей, что ничего не получится, езжайте обратно к маме Голе, в Башкирию езжайте. А я нисколько не сомневалась, что у них все получится. Потому что Роза такая, если что-то задумает, у нее, слава богу, все получится. Недавно был конкурс. Вот почему-то я уверена была на 100%, что Роза с Миланой победят. Интуиция такая, что ли? Молодцы, мои девочки. Да, разрешения на строительство долго не было. Да, переживали. Переживала Роза с зятем. Переживала я. Я им предложила вернуться сюда. Они могли бы здесь купить дом хороший, могли бы купить новостройки, но одно но. Андрей у нас инвалид второй группы, у него на позвоночнике титановые пластины стоят, у нас снег может быть, по сугробам он не может ходить, и часто у нас бывает гололед. Поэтому ему нельзя дома сидеть. Физкультурой заниматься тоже никак не получится, разве что ЛФК. Он набрал здесь много килограммов, ему надо больше ходить, а здесь из-за гололеда ничего не получалось. А ему вообще нельзя поправляться. Вообще. У него спина, не дай бог, может сломаться заново. Так ему сказали врачи. А зять сейчас там может спокойно ходить. Роза говорит, что он долго ходит, несколько километров, и он похудел. Вы сами, наверное, видите. Это хорошо, ему нельзя поправляться. Сейчас в санатории он был, но санатория ему не очень-то понравилось. Ну ладно, хоть отдохнул. Дадут еще санаторию где-нибудь. Вот они сюда не вернулись. Все говорили, что у вас ничего не получится.
А вот видите, все получается, лишь бы захотеть и стараться. У них мечта, давнишняя мечта жить в теплых краях. В Норильске часто болела Аня. Когда еще дудинки жили, часто болела, постоянно сопли, кашель. Хотя температуры нет, кашель была как аллергическая. Розе предложили ездить в теплые края, санатории, Сочи, там еще куда-то. Но чтоб она дышала морским воздухом. Вот тогда еще Роза как-то мне говорила, вот надо бы уезжать куда-то в сторону Сочи или еще куда-то. А я об этом и не задумалась, что у нее действительно такая мечта есть. Просто думала, просто так говорит. Оказывается, у них мечта давнишняя уезжать в теплые края, построить дом, чтобы был свой огород. Роза очень любит землю. Там нет снега, копать не надо. А здесь и снег сколько навалит. Вот увидите скоро, после Нового года всегда. А кто будет снег кидать? Летом огороде работать Розе, а зимой снег кидать во дворе. Это тоже очень тяжело. Но у меня тоже теперь так. Одна я. И снег кидаю одна. И огороде буду работать одна. Но я тут всю жизнь жила, и я никуда не хочу переехать. Хотя мне Роза как-то предложила: айда, мама, продадим дом, переезжай туда. Хочешь, с нами живи. Я ей сказала, что я никуда не собираюсь переехать. Я даже, знаете, я даже в другую деревню не хочу переехать. Родилась и жила в деревне, в отчим доме. Мне даже туда не хочется переехать. Просто я ездила туда отдыхать, вспоминать, на кладбище схожу, с сестрой пообщаюсь, воды таскаю из родника. Вот это мой отдых. Я не считаю отдых лежать где-то, валяться. Такой отдых я не считаю отдыхом. Роза меня зовет на новоселье. Готовься, говорит, приехать на новоселье, на открытие. Когда дом сдадут. А я не смогу. Вы знаете, я опекун. Детей я не имею права кому-то оставить по закону. Я могу Юльке доверять, но все равно я никому не должна доверять своих детей, своих внуков. Матери тоже не могу отдать. Даже если она пить не будет. И опека нас проверяет. Я не могу сказать, не поеду. Может, летом поеду. Многие хотят Байкал, конечно. Море, говорят, мы ездили, загорелись, у них желание ехать в Байкал. Посмотрим, если пандемия такая будет, мы не сможем поехать никуда. Если бы даже у Розы с Андреем ничего не получилось бы, они бы смогли уехать обратно на Норильск. Они ничего не теряли. У них там есть своя квартира, трехкомнатная, большая. Они могли туда уехать, если бы что-то не получилось бы. А здесь пока им нравится. Но все равно там сейчас Андрей не работает, если на Норильск уедут. Она работала медсестрой. Зарплата маленькая. Все равно не было бы интереса ей работать на маленькую зарплату. Андрей хорошо получает. Пенсия хорошая. Организации доплачивает ему, где он получал травму большую.
крайнем случае пусть достроят, пусть войдут в дом. Если им не понравится, они могут в любое время продать и уехать куда хотят. Роза в своей профессии везде работу найдет. Да, она у меня такая пробивная. Я очень рада, что Милана там, около родителей. Я очень рада. Все-таки мать есть мать, не бабушка. Мать по-другому посоветует, по-современному, а мы по-старинному. Наша доля — встретить, накормить, полюбить детей и все. А советы какие-либо я не смогу давать. Когда Роза переживала, писали всякие комментарии, я в основном не отвечала. Что я могу ответить? Сказать, все будет у них хорошо, все у них получится. Но это не доказательство. Но вы теперь сами видите, слава Богу, слава Всевышнему, что у них достраивается дом, лишь бы у них все было хорошо, лишь бы не болели. Они ждут, радуются, не нарадуются. Роза семенами занимается, очень любит огород. Пусть работает в огороде. Многие писали ей: сидишь на шее мужа. Она очень хорошо в Ютубе зарабатывает. А если бы она пошла бы работать медсестрой, все-таки надо за домом следить, готовить, ухаживать за всеми. Она не смогла бы ролики снимать, как сейчас снимает каждый день. На Ютубе она не смогла бы толком зарабатывать. Я сижу дома, и то не смогу постоянно выпускать ролики. Но Роза меня ругает. Почему сегодня нет ролика? Почему вчера не выпустила ничего? У меня тоже дел много, хотя огородом пока не занимаюсь. Но зимой ленюсь, что ли. Да мне хватит, что я снимаю. Я очень довольна. Спасибо моей дочери, что она мне дала шанс заработать, учила меня. Было мне тяжело учиться. Сколько раз собиралась бросать YouTube, но она мне не дала. Тебя подписчики ждут. Тебя подписчики любят. Ты что делаешь? Спасибо моим подписчикам. Вы меня тоже поддержали, когда мне было трудно. Все было, всякое было, и слезы были, и болезни были, и апатия была. А теперь мне хочется работать, хочется ролики выпускать. От вас тоже я много узнаю. Вы мне советуете что-то делать, когда болею, с чем-то лечиться. Вы меня учите ко всему. Теперь вы моя семья, могу я так твердо сказать. Люблю читать комментарии. Хотя на все не смогу отвечать. Невозможно. Уже больше 40 тысяч подписчиков у меня. Если на все комментарии мне ответить, то я дома ничего не смогу делать. А мальчики у меня требуют внимания тоже. Их тоже надо накормить, поговорить с ними, обниматься, ласкать их, жалеть, заниматься. Они же меня и за отца, и за мать считают. Я не знаю, что будет со мной, когда они уйдут от меня. Мама у них держится пока молодцом. Дай Бог в дальнейшем. Я считаю, мать есть мать. Если она исправится, я соглашусь отдать детей. Но буду контролировать. Они ко мне будут приезжать, я к ним. Роза уже набрала семена. Уже у нее посадка началась. А у меня чуть попозже. А меня учат мои подписчики, когда мне что сажать. Мне написали, что 21 января надо посадить перец. Благоприятные дни. Вот сколько я живу, сколько я занимаюсь огородом, я многое не знаю.
Ну, как меня мама учила, так я и работала. По книжкам не читала, интернет не смотрела, календарные дни не смотрела. Когда бы, чтобы я не посадила, все росло. Даже у меня удобрения свои, от своей скотины, от своих курочек. Никогда удобрения не покупала. Ну, за все покупает. И здесь сколько удобрений купила. Удобряла мои все саженцы. Уже по весну я скучаю. Зиму тоже не могу сказать, что не люблю. Люблю свежий воздух. Люблю на улице сушить белье. Люблю снег кидать. Не люблю я одеваться. Куртки одевать. Что-то делаешь жарко. Потеешь. Вообще не люблю одеваться. Вся причина в этом. А у Розы там тепло. Скоро и Миланочка наша устроится на работу. Дай бог ей здоровья, удачи, успехов. Девочка она не избалованная, самостоятельная. Сколько лет училась в техникуме. Жила самостоятельно, приезжала на выходные только и на каникулы ко мне. Сама готовит. Очень даже вкусно готовит. Когда приезжала, я ее баловала. Во время каникул она меня баловала. Я горжусь своими детьми, внучками. Анечка тоже самостоятельная умница. Все у нее получается. Поэтому, с одной стороны, я успокоилась, что Милана рядом с мамой. Хорошо, что она здесь не успела приобрести квартиру. Она собиралась. У нее накопление даже есть на первоначальный взнос. Она у нас экономная. Очень экономная. Ни я, ни Роза не умеем экономить. Она экономила. Молодец. Не курит, не пьет. Это очень хорошо. Я боялась, что в общежитии испортится она. Нет, слава богу. За себя постояла. Училась хорошо. Красный диплом она мне привезла. Очень много знает. Немногословная. Очень серьезная девочка. Сегодня суббота. Баню затопила. Юлька с семьей не приедут. Они пока живут в доме в частном у свекрови. Пока на время каникулы. Завтра, наверное, переедут в свою квартиру. Юле тоже нравится в частном доме. Им нравится земля, огород свой. Да, скоро-скоро заселится Роза. Да будем ждать теперь, когда заселится Роза с Андреем. Если получится, мы поедем летом. Если не получится, нет. Да, я хозяйство не могу оставить. Козы. Цыплят, наверное, возьму. Может, утят, может, гусят. Посмотрим, как получится у нас. Мальчиков тоже только отдыхать. Тоже не смогу отправить с кем-то. Да, посмотрим летом что-то. Куда-нибудь-то все равно, наверное, поедем. Если разрешат, если дороги будут открыты, куда-нибудь-то поедем. Чтобы все было хорошо, чтобы эта пандемия закончилась. Я вчера проводила подругу в иной мир. Ее звали Розой. Она работала у нас в детском саду нянькой до пенсии. И работали мы с ней вместе в кондитерском цехе. Она пропускала молоко, делала сметану, делала творог. Я работала за складом. Очень была хорошей женщиной, уважаемой, трудолюбивой. 15 апреля ей должно было бы исполниться 65 лет. У нас дети вместе учились. У нее двойняшки, а у меня сын. Очень жалко было ее провожать. Болела она пандемией месяцев 4 назад. Она вылечилась. Все равно не осталась бесследно. Хронические болезни
дали о себе знать после пандемии. У нее 3 детей, 2 дочки и сын. Дети плачут. 65 лет тоже это еще не старость, я думаю. Вот я про себя думаю, что я старая, а умирать неохота. Даже 65, я думаю, еще это не старость. Жить да жить. Сколько нажили, вот это все видеть, пользоваться, жить да жить для себя. Очень опасная болезнь, этот вирус. Все хронические болезни дают о себе знать потом. Очень много пришли провожать из садика, из нашей организации, соседи, родные, близкие. Почти весь Стерлибаш провожал ее. Большинство маску одели. Думаешь, на похороны не придут из-за пандемии. Нет, много, очень много людей приходили. Когда она разговаривала, у нее даже глаза улыбались. Такая была жизнерадостная, аккуратная, чистюля. Мне нравилась она. Любила общаться с ней. Постоянно по телефону разговаривали. И она не работала, и я. Я после похорон мужа не вышла на работу. Мне дети запретили. Да и внуков не хотела от них оставить. Поэтому Роза мне открыла свой канал. Теперь я с вами работаю. Похвалила меня дочка, что я камеру не боюсь. Раньше дрожала, говорит. Давление поднималось даже. А сейчас нет. Сейчас мы с вами породнились. Я много сегодня говорю, да? Я хотела с вами поделиться, что успокоилась насчет строительства дома детей, что они весной заселятся, что будут жить там в тепле. Это мечта Розы — жить в теплых краях. Она радуется, что у них нет зимы, что там 2 урожая можно собирать, круглый год работать. Я желаю своим детям, дочерям, зятьям, чтобы они построили поскорее свои дома. У меня младшая дочка тоже с зятем строится. Достроят, я думаю, чтобы они свои дома заселились и жили в любви и в согласии. Люба получила посылку от меня. Ей все очень понравилось. Понравились особенно мои пастилы. А вы знаете, у Любы есть, оказывается, свой канал. Канал у нее называется «Любовь Денисюк». У кого будет желание, зайдите, посмотрите. Она только начинает еще. Женщина очень добрая и щедрая. Пожелаем ей тоже здоровья, долгих лет. И вам, мои дорогие, всем пожелаю самое главное — здоровье. Ведь нам что не хватает? Нам не хватает здоровья. Если здоровье есть, мы можем работать, ухаживать за детьми и строить, огороде сажать, куда-то ездить отдыхать, ухаживать за детьми, внучками, внуками, за мужьями, за женами. Самое главное — здоровье, любовь в семье, благополучие и всего самого-самого хорошего, доброго. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.